Добрый вечер, вы смотрите программу «Якутия в деталях», с вами Петр Васильев. Республика наравне со всей страной в эти дни готовится к празднованию 79-го юбилея Победы в Великой Отечественной войне. О том, в каком формате пройдут празднования в этом году и в целом о значении праздника, мы сегодня и поговорим с нашими гостями. Добрый вечер. Добрый вечер. Индира Петровна, я хочу начать с вас. Все-таки Якутск – столица нашей республики. Какого формата мероприятия ожидаются? Ну, решением Центрального штаба акции «Бессмертный полк» шествие Бессмертного полка было отменено не только в Республике Саха-Якутия, но и по всей стране. Также решением руководства города Якутска праздничный фейерверк тоже был отменен. Но это в первую очередь связано с тем, чтобы с антитеррористическими мерами. В 2022 году в Бессмертном полку приняли участие более 47 тысяч горожан. А посетили праздничный фейерверк в прошлом году 15 тысяч. И это, конечно, в первую очередь проводится для того, чтобы для безопасности горожан. Ну, безусловно, у нас сохраняются другие форматы мероприятий. Допустим, свеча памяти акция состоится у нас. Да, она у нас состоится 8 мая в 20 часов на площади Победы. А вот что насчет акции «Георгиевская ленточка»? Георгиевская ленточка, эта акция проводится с 2005 года, наверное, как вы знаете. И в этом году она у нас стартовала 24 апреля. И волонтеры Победы на площадях, это площадь Ленина, Орджоникидзе, Дружбы, Победы, с 16 часов до 19 часов ежедневно раздают георгиевские ленты. Наталья Альбертовна, добрый вечер еще раз. Я хочу с вами поговорить на достаточно серьезную тему. 9 мая отмечается во многих странах мира, но вот в последние, наверное, несколько лет идет активное, так скажем, преуменьшение роли нашей страны и Советского Союза в деле Великой Победы. Как считаете, как это может отразиться на будущих поколениях? Вы знаете, да, вопрос очень сложный, действительно, и сейчас уже, к счастью, каждый из нас понимает, что все, что происходит в мире, оно так или иначе отражается на каждом из нас. И 30-летнее замалчивание достижений наших отечественных, да, какие-то слепки героических подвигов зарубежных и культивирование этого процесса, они, конечно, просто так не могли спонтанно происходить. Мы понимаем, что это чей-то очень хорошо продуманный сценарный ход, и окно Овертона, оно работает. Я напомню нашим телезрителям, прежде всего, о том, что это очень хорошо налаженная система, состоящая буквально из нескольких шагов, когда создается ситуация, при которой та информация, которая вчера оказалась нам совершенно нелепой, невозможной, недопустимой и неприемлемой, буквально через несколько шагов становится вполне себе допустимой, приемлемой, а потом еще и становится нормой, впоследствии законодательной. Вот то же самое происходило с заслугами России в победе Великой Отечественной войны. То есть задача Запада коллективного заключалась как раз в том, чтобы выбить почву из-под ног, лишить нас возможности гордиться достижениями нашей страны. И вот по многим позициям. И эта позиция тоже была для них очень важная. Чтобы ослабить нашу страну, сделано было все для того, чтобы мы перестали верить в то, что мы народ-победитель. Поэтому вот такая ситуация произошла. И, конечно, сейчас, как это ни нелепо и ни странно звучит, но я думаю, что я очень рада тому, что ситуация сложилась именно так, как она сложилась. Потому что сейчас у каждого из нас есть возможность переоценить все, что происходило за ближайшие 30 лет, оглянуться назад, посмотреть на эту всю ситуацию и уже по новым лекалам, по новым шаблонам говорить с подрастающим поколением и делать нужные акценты для того, чтобы каждый из них мог гордиться нашей страной. Александр Григорьевич, ну вы как никто много работает с молодежью. Как считаете, вот Наталья Альбертовна сказала про окно Овертона. Попалось ли наше подрастающее поколение на эту ловушку и как они в целом сегодня относятся к столь великому празднику? К сожалению, приходится согласиться. Вот у нас в Государственном собрании Илтумен мы вот в течение уже полугода встречаемся со школьниками. Все депутаты идут в школы, разговаривают о нашей стране, о нашей истории, вообще об Илтумене пытаются рассказать, что-то узнать. И вот, к сожалению, начинаешь осознавать, что многие наши молодые люди не знают то, что... Я даже сейчас иногда говорю, что наши троечники знали больше, чем нынешние отличники. Ну, по крайней мере, про Великую Отечественную войну.
Поэтому, конечно, нам есть над чем работать. Я не говорю, что у нас нет ребят, которые интересуются историей, которые настоящие патриоты, но, к своему большому сожалению, у нас вот это белое пятно, с которым нам, по большому счету, надо бороться. И недаром вот в нынешнем Илтумене создан именно такой комитет, который я сейчас возглавляю. И там есть как раз такая строчка по вопросам патриотизма. Мгм. Но, тем не менее, вот этого белого пятна, масштабы, они не настолько катастрофические. Нет, потому что когда ты начинаешь разговаривать, у каждого из них начинает что-то где-то там издалека что-то вспоминать. Но хотелось бы, чтобы это было совсем по-другому. Хотелось, чтобы они знали больше, чтобы они знали, правда, с первого раза, кто такой Александр Матросов, кто такая Зоя Космодемьянская, понимаете, кто такой Жуков. Вот хотелось, чтобы они просто знали это и гордились. Наталья Альбертовна, еще хочу все-таки уточнить про окно Авертона, в том числе оно же используется во многих современных реалиях, в том числе и для искажения исторического содержания Великой Отечественной войны. Вот для чего оно делается? Вот я же говорю, для того, чтобы расшатать устои нашей сильной страны, нашего государства, для того, чтобы либо отменить, либо обесценить все достижения, для того, чтобы сориентировать жителей нашей страны на Запад. Ну, к счастью, теперь вот то, что происходит, вообще специальная военная операция, она как лакмус, она сделала резкий разворот нашего сознания, и мы это увидели наконец-то, понимаете? Потому что, конечно, тот, кто платит, тот и музыку заказывает. А вы знаете, что на протяжении многих десятилетий Запад платил большие деньги за то, чтобы наши лучшие ученики, школьники, студенты выезжали на стажировку за рубеж. И там с ними проводилась определенная работа, которая позволяла им потом восхвалять все западное и уничижительно относиться ко всему российскому. Поэтому это хорошо налаженная система. А наша же задача, я тоже Александра Григорьевича поддержу, наша задача все-таки, да, сделать все для того, чтобы у наших детей была потребность любить свою родину. То есть мы должны рассказывать о ее достижениях, мы должны очень детально рассказывать сами и гордиться этим, чтобы за вечерним чаем в каждой семье мы не жаловались на нашу жизнь, а говорили о том, как она изменилась к лучшему. А нам есть чем гордиться, согласитесь. Но знаний у нас мало. Буквально одна ремарка. Совершенно недавно мы проводили опрос, было просто интересно. У нас в городе есть улица Володи Губина. Мы задали этот вопрос 100 людям, кто такой Володя Губин. Я вас уверяю, что всего 10 человек из 100 смогли дать правильный ответ. Говорили все, что угодно. И герой гражданской войны, и певец знаменитый, и о том, что это молодой человек, который совершил подвиг, спасая жизнь детей, которые провалились под лед, да, и сам погиб ценой своей жизни, это случилось, и целый округ носит имя, да, Губинский округ. Вот мы об этом, к сожалению, не знаем. Поэтому, да, мы плохо знаем нашу историю, надо это признать, и нужно создавать условия для того, чтобы мы гордились тем же самым Володей Губиным. И в Губинском округе это сделано. То есть класс имени Володи Губина, и дети хотят попасть в него. То есть вот он, патриотизм в малых формах, он тоже очень важен. Поэтому, да, работы много. Ну, она ведется, я думаю, что благодаря в том числе и той патриотической направленности, которая сейчас активно культивируется, мы все-таки достигнем наших целей. Но, тем не менее, главные герои праздника Дня Победы – это все-таки ветераны, дети войны, ветераны тыла. Их, конечно, сейчас немного, но, тем не менее, они есть. И я уверен, Альбина Владимировна, ваше министерство ведет с ними активную работу. Вот хотелось бы узнать подробнее, какую. С ветеранами, детьми войны и ветеранами тыла. Ну, вообще, прежде хочу, наверное, отметить, что на республиканском уровне у нас действует организационный комитет под руководством главы Республики Саха-Якутия Асена Сергеевича Николаева, который у нас как раз-таки вырабатывает, да, мероприятия в честь проведения Дня Победы в Великой Отечественной войне. Соответственно, уже на сегодня подготовлен и утвержден план мероприятий по празднованию годовщины, 80-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне, да, которые как раз-таки направлены на те мероприятия, то внимание, которое будет уделено, и сейчас уже, да, проводятся эти мероприятия в адрес наших ветеранов Великой Отечественной войны, их членов семьи, да, соответственно, также
У нас входят в данный план мероприятий также уже дети войны, да, ветераны тыла, соответственно. И эти мероприятия также содержат, как сейчас вот отметили, да, участники, в том числе и мероприятия по повышению, скажем так, патриотизма среди молодого поколения в том числе. Есть, конечно, организационного плана мероприятия, есть также и меры поддержки. По 79-летней годовщине у нас тоже уже утвержден план мероприятий, доведен как до органов исполнительной власти, так и до органов местного самоуправления, до организаций. Сейчас уже также были озвучены, да, те мероприятия, которые проводятся в городе Якутске. Соответствующие мероприятия также и во всех районах, и в муниципальных образованиях также будут проведены. Что касается самих мер поддержки, то на сегодня действительно всем абсолютно ветеранам, да, Великой Отечественной войны предоставляются такие меры поддержки, как дополнительные выплаты к пенсии, это также ежемесячные денежные выплаты, соответственно, выплаты, которые направлены на компенсацию затрат по жилищно-коммунальным услугам. Это санаторно-курортное лечение от 80 до 100%, да, в зависимости от категории ветеранов. Но я имею в виду, сюда еще включаю уже ветеранов труда в том числе. Да. И, соответственно, это мероприятия, те меры поддержки, которые у нас направлены в том числе на такие категории, как дети войны. С 2024 года у нас, значит, предусмотрена уже постоянная денежная выплата, в том числе для данной категории. Ранее этого не было, да? Соответственно, сейчас эти выплаты составляют единовременно именно ко Дню Победы, они составляют от 3 до 20 тысяч рублей. Но и следует отметить, что буквально 3 мая указом главы Республики Саха-Якутия, значит, утверждены выплаты для ветеранов, для участников Великой Отечественной войны конкретно, да, их у нас в республике осталось 13, по 1 миллиону рублей. Альбина Владимировна, ну, как вы озвучили, меры поддержки беспрецедентные. Я уверен, что здесь как нельзя, кстати, подходит слоган праздника «Никто не забыт, ничто не забыто». Я предлагаю сейчас прерваться на небольшую рекламную паузу и продолжить обсуждать после нее подготовку к празднованию Дня Победы. Вы смотрите «Якутия в деталях», и мы продолжаем освещать и обсуждать подготовку к празднованию 9 мая. И для начала я хочу с вами посмотреть сюжет наших коллег из Нерюнгринского района, как готовиться к празднованию в Южной Якутии. Музей истории освоения Южной Якутии в преддверии самого главного праздника страны Дня Победы организовал в своих лучших традициях очередную выставку, посвященную этому великому празднику. Мы сегодня открываем победные истории музея города Нерюнгри. Это действительно такая серьезная выставка сегодня будет. Я хочу поздравить их с реализацией этих планов. И также от себя и от всей городской администрации, от нашей команды поздравить всех жителей города Нерюнгринского района с предстоящей великой победой. Это та победа, которую советский народ совместно ковал, выстрадал и победил то зло, которое было. После торжественного концерта и открытия выставка начала свою работу и вызвала большой интерес у первых посетителей музея. Выставка включает в себя более 20 плакатов, 10 из которых анимированы и помечены QR-кодом. Любой посетитель может подойти и при помощи своего смартфона оживить эти плакаты. Выставка «Путь к победе» – это такой удивительный симбиоз искусства и новейших технологий и вызывает огромный интерес у жителей Нерюнгринского района. Выставка продлится до конца мая, но уже, по словам администрации музея, поступают многочисленные заявки от трудовых коллективов района с просьбой продлить выставку на более долгий срок. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. Ну что ж, вот такой необычный способ
отдать дань этому празднику. Вильям Очерович, я хочу все-таки уделить внимание сегодня и вам. Вы возглавляете Совет ветеранов. Как ветераны сегодня взаимодействуют с молодежью и вообще чем сегодня живет организация? Ну, наша организация имеет юридический статус. Мы являемся республиканской, но у нас есть филиалы в каждом муниципальном образовании. Это районные, улусные советы. Кроме того, есть коллективные члены Совета ветеранов различных ведомств. Это начиная от Министерства образования, Министерства культуры и такие ведомства серьезные, как прокуратура, суд, ФСБ, УФСИН и так далее. И в свою очередь мы сами, как республиканская организация, мы регионально подчиняемся Всероссийской общественной организации ветеранов России, являемся коллективным членом. И вся эта работа построена вот именно централизованно, но она идет снизу, хотя, казалось бы, должно идти сверху, там, из Садовой площади, но идет снизу. И вот когда я посмотрел Нюрнбергский эпизод, то могу подтвердить, что сегодня во всех практически районах есть свои музеи. Это вот официальные, и в то же время есть школьные музеи, есть классные музеи, вот классы героев. И поэтому это является, если перейти на сферу патриотического воспитания, это повседневная, ежедневная работа. То есть не только по ярким каким-то юбилейным событиям призывать молодежь, а вот давайте туда пойдем, это сделаем, а оно постепенно, по капле каждый день. То есть капли, говорят в народе, камень точит. Только тогда проникаешь в сознание молодого поколения, когда вот ты этим занимаешься постоянно. Потому что сегодня идет жесткая идеологическая борьба, или даже, можно сказать, жестокая. Особенно для молодого поколения это тяжело. Вот в наше время у нас была конкретная идеология советская, была пионерская правда, с возрастом комсомольская правда, еще с возрастом сама правда Центрального комитета. И человек вот в этих шорах находился, да, и верил всему, что там было написано. А сейчас разнообразие огромное. Вы прекрасно знаете, где можно все почерпнуть, и даже сверх этого. И поэтому сегодняшнему поколению в идеологическом направлении очень сложно работать. И вот у нас остался последний момент, когда мы с поколением молодым можем работать впрямую взаимодействие со старшим поколением. Это участниками Великой Отечественной войны. И второе, несколько мы вот на втором плане оставили участников Трудового фронта. Это была такая категория тоже, они призывались повестками с очень жесткой дисциплиной, с очень жесткими требованиями нормы выработки. И это практически полувоенные организации были там на добыче золота, леса, там, даже той же пушнины и так далее. Люди чувствовали, что они в этих жестких рамках работают на победу. И поэтому никаких больших претензий не было. Но люди были так настроены. И поэтому вот победа, думаю, свершилась, потому что был очень крепкий тыл. Ну и сегодняшний пример, когда бабушки сидят, вот куда ни пойдешь, они эти сети вяжут, маскировочные, или там что-то еще другое делают, это добровольно люди, вот, понимая сложность сегодняшней ситуации, даже можно сказать, наверное, международной, в какой находится российское государство, вот своим примером показывают молодежи, что они делают добровольно. Ну и, естественно, очень хорошо, когда власть это прекрасно понимает, воспринимает. Вот сегодня прошли, вот поем двором, уже возрастные участники не могут выйти во двор даже или на балкон, но они видят, что все-таки память о них существует. Вот в этих песнях их молодости, которые исполняются. Это их морально очень сильно поддерживает. Я думаю, вот это надо брать за основу и дальше продолжать. И это идет не только у нас, но по всей России. И поэтому ветераны чувствуют, у них очень такая натура уже возрастная, когда говорят, вот они начинают переходить в детство, становятся капризными, но они очень внимательно отслеживают, как к их позиции ветеранской относится власть.
Вот в августе прошлого года мы провели мероприятие в Музее «Россия. Моя история», посвященное 80-летию Курской битвы. Собрали председателей Совета со всей республики и пригласили главу республики Арсения Сергеевича Николаева. Человек очень занятый, но он нашел время и присутствовал на этом мероприятии. Но взбодрило ветеранов не только его присутствие там, но и то, что он выслушал и принял к сведению. Вот там предлагали, например, пособие, не пособие, а вот субсидию или единовременное пособие выделять детям войны не только по юбилейным датам, как раньше было, а именно вот ежегодно, в день 9 мая. И представитель замминистра труда это уже подтверждает, что да, уже эти выплаты начались. То есть глава республики услышал, довел до сведения. Я очень горжусь тем, когда вот бываю на съезде, на конференции в центральных городах, они спрашивают, а как так получилось, что вы приняли закон, ну так в утрированном виде название, о детях войны? Вот столько субъектов в России, и не больше десятка имеет такой закон. И в числе первых была вот наша республика, депутатский корпус, такой закон принял, республиканский. Но он другое такое название имеет, но в народе его называют закон о детях войны. Конечно, там шероховатости есть, коллизии есть, но он действует. И люди видят, что этот закон работает. Уже не 1000 они получают, а уже вот они получат 3000, и, возможно, это повысится. Или вот на этой встрече с главой республики ветеран сказал, нас приглашают на разные мероприятия, мы не знаем, куда завтра пойдем, где послезавтра будем. В других городах есть дворцы ветеранов, их и так и называют, дворец ветеранов, тоже и в Москве, и в Хабаровске. И поставили вопрос, а можно ли в Якутске такой дом тоже организовать? Не обязательно новострой, а вот что-то подобрать. И это тоже было услышано главой республики. И сейчас вот Минтруд и социальные службы такое здание подбирают тоже. Уже на стадии подбора здания, и ветераны уже материально ощущают, что они все-таки заботятся, они просто с высокой трибуны говорят такие добрые, хорошие слова. И это вполне понятно. Ну, то есть можно уже сказать, что мы успешно развенчиваем миф о том, что о ветеранах вспоминают только вот в преддверии 9 Да, мая. это был очень серьезный миф, который вот такими конкретными материализацией обращения самих ветеранов, а не какого-то чиновника, оно становится Тут можно добавить, реальностью. что Да. вот этот закон о детях войны, ведь он еще и поддержан общественными организациями. В том-то и дело. Он поддержан, вот, например, Дом дружбы народов и Ассамблея народов, вот, которую я возглавляю, республики, и Национально-культурное объединение вот, в гостях у ветеранов провели и проводят до сих пор еще акцию «В гости к ветеранам». И когда я встречался с таким вот ветеранским ансамблем «Ивушки», они вдруг сидят, вот эти девушки 80-летние за столом, и они говорят, а что-то нам, говорит, раньше не привозили. А я говорю, а раньше-то девушки вы еще молоды были, Да, вот а сейчас вы дети войны. И было вот с этого года... «Катюша», когда Да-да, нет, и вот мы, участницы например, от войны. русской общины, вот нашим 80-летним, вот сделали такие подарки. Вот Это как раз я говорю, что вот подтверждение, что закон не имеет он не только, а вот он еще и общественную поддержку именно как от гражданского общества. Вот я реальность, не знаю, это реально, нет, или это реклама была, что авиакомпания «Якутия» предлагает ветеранам, участникам войны, лететь в любую точку, где вот их пункты, да, бесплатно, но при этом, с учетом возраста, уже безвозмездно может сопровождающий. Ведь уже возраст. Но дело такое, что уже лететь-то некому. И ветераны говорят, а давайте тогда вот в сторону Среднеколымска, Верхоянска, мы туда полетим. То есть съездить на родину, посмотреть, вернуться. Ну, тем не менее, я думаю, что авиакомпания «Якутия» и многие хорошая идея. другие могут эту идею, так скажем, масштабировать и доработать. В заключении вот этого блока хочу поговорить все-таки про патриотическое воспитание. Я уверен, что Вильям Очирович и Александр Григорьевич, те меры, про которые вы говорили, они в том числе оказывают влияние и на подрастающее поколение. Наталья Альбертовна, а как вот воспитать патриота в условиях постоянных гаджетов, присутствия? Там же очень много фейков, очень много новых смыслов.
Да, конечно, очень сложно сейчас ребенка отвлечь от гаджета, и учитель с ним соперничать, конечно, не может все-таки. Поэтому я всегда говорю о том, что роль семьи в этом смысле, она очень важна. Если в школе говорят одну позицию, а ребенок приходит домой и слышит немного другое, то у него получается диссонанс, он не может сориентироваться, что есть ложь, а что есть правда. Поэтому прежде всего, конечно, от родителей зависит позиция, почему в одной семье вырастают патриоты, в одном и том же государстве, а в другой нет. Да? Это первое. Второе, конечно, роль самого государства — создать все условия для того, чтобы у ребенка появилась потребность любить эту родину. Причем вот с малых форм, я уже начинала об этом говорить сегодня, мы же сами гордимся, когда видим, что наш одноклассник достиг каких-то успехов. Этот мальчик из нашего класса, да, ой, я же с ним училась в одной школе, да, это наш сангарский парень. Мы же все так говорим. Мы гордимся своими земляками из своих улусов, да. Поэтому, конечно, нужно культивировать и заполнять это самое интернет-пространство хорошими новостями, чтобы там было не только все плохо, да, и чтобы наши дети имели возможность даже случайным образом наткнуться на ту информацию, которая позволит им гордиться страной, селом, улусом, городом, где он живет, улицей, на котором он живет, понимаете? Мы же очень радуемся всем вещам, даже когда ты видишь свой родной дом на какой-то большой открытке, ой, я же в этом доме живу, да? И вот это очень важно, понимаете? Не стыдиться тем, где ты живешь, с кем ты общаешься и своими одноклассниками, а культивировать любовь к этому. Поэтому каждый взрослый человек должен понимать, что у нас лежит очень большая ответственность и в плане создания контента для интернета. Поэтому хорошие новости делаем мы с вами. И от нас зависит, будем ли мы их просто делать и прикрываться ложной скромностью, либо рассказывать об этом везде, громко говорить об этом, создавать проекты и привлекать детей к этому. Поэтому вот таким образом, совместными усилиями, я думаю, что мы сможем сделать так. И таких проектов, кстати, очень много у каждого. Я лично сама на базе Общественной палаты Республики Саха-Якутия, поскольку я являюсь членом этой палаты уже третий состав, мы запустили очень интересный с коллегами проект при очень мощной поддержке Высшей школы инновационного менеджмента, которую я тоже здесь представляю. Проект называется «Свои». Я очень надеюсь, что наши гости будут героями этого проекта. Александр Григорьевич уже был экспертом. Вот, есть возможность рассказать о любом человеке, которого вы считаете патриотом. Ну, не патриотом не просто потому, что он пошел на передовую, патриотом не просто потому, что он обеспечивает крепкий тыл, а это может быть любой абсолютный человек, который делает нашу республику сильнее. Тот человек, который создает условия для того, чтобы мы гордились своей страной, своей республикой, своим городом. Поэтому таких проектов должно быть больше. Я думаю, тогда все будет хорошо, и наши дети в этой среде поймут, что есть правда, а что есть ложь. Ну что ж, о этих и многих других проектах в рамках празднования Дня Победы мы продолжим говорить после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия в деталях», а мы продолжаем. Индира Петровна, я все-таки предлагаю поговорить о том, в каком формате пройдет бессмертный полк. Если раньше это было напрямую шествие, что в этом году, какие новшества? Значит, центральным штабом акции «Бессмертный полк» на сайте полк.рф.ру именно размещены методические рекомендации. Рекомендуют проводить в учреждениях, в школах, да, установить стену памяти, где каждый желающий может повесить портрет своего героя. Также можно распечатать на одежде, прикрепить к одежде портрет своего деда, да, героя и сделать, скажем, фотографию и разместить в своих социальных сетях.
Кроме этого, можно разместить фотографию на личном автомобиле, но здесь тоже есть свои требования. Это должно быть именно на боковом заднем правом стекле с внутренней стороны фотографии. И все эти правила, они размещены именно на этом сайте. И также там имеется конструктор рамок, куда можно разместить фотографию. Она будет в очень красивом формате, ее можно распечатать. Ну вот, допустим, насколько я понимаю, размещение портретов героев в своих соцсетях — это то, о чем как раз говорила Наталья Альбертовна. То есть мы показываем, что мы гордимся теми людьми, безусловно, ими где-то у себя внутри гордимся, но вот такая массовость, тем более в интернете, я думаю, это очень хороший шаг, хотя многие осуждают, что это немножко как бы с точки зрения этики, вот на автомобиле наклеить портреты в соцсетях, это немножко не дань памяти. Я считаю, что это, по-моему, очень даже и хороший ход, в том числе, ну, если есть действительно угроза безопасности, то почему бы ими и, так скажем, не пренебречь. Все-таки празднование 9 мая у нас в стране имеет особое значение. Я хочу сегодня, наверное, Александр Григорьевич, еще раз вернуться к этому вопросу. Понимает ли, на ваш взгляд, молодежь, какой ценой нашим поколениям дана была эта победа? В моем возрасте сейчас отвечать за нынешнюю молодежь. Ну, я к тому, что вы уже очень много с ними провели. Спасибо, Петр. Да, но я еще раз говорю, что и вот являясь и председателем подростка, и Ассамблеи народов, я сталкиваюсь с молодыми людьми. Сказать, что у нас все прям белое пятно, о том, о чем я говорил, конечно, нельзя. Конечно же, у нас есть молодые люди. Например, когда в День Республики наши ребята ездят, и у них из машины торчит Флаг. древок с флагом республики, я только это приветствую, я это приветствовал всегда. Потому что когда человек начинает патриотизм, как вы уже сказали, со своей деревни, со своего города, со своей республики, то он в конце концов и патриот России. Поэтому есть у нас ребята-патриоты, есть у нас, и это доказывает СВО. И те ребята, которые от нас воюют, и те, которые возвращаются. Вот у меня дня не проходит, чтобы я не встречался с кем-то из участников СВО или с их родственниками. А то и по 5, а то и 10 человек. И основная масса людей-то, они все-таки патриоты. И то, что многие из них потеряли своих родственников, родных, близких, а у других там находятся, но они переживают за страну. Они поняли, что сейчас благодаря этим ребятам на самом деле в будущем нас все-таки ждут большие перемены. Не только в области патриотизма, а мне кажется вообще в области вообще нашей жизни, социально-экономической, я бы так сказал. Мне кажется, что очень серьезно будет, слава Богу, вернемся к своим традициям, к своим обычаям, к сохранению своей культуры. И заметьте, насколько сейчас... Я раньше приходил, когда в Дом дружбы народов, и говорил, что у нас одни девушки-то танцуют? Ну вот правда, вот одни девушки танцуют, когда у нас пацанов нету. Ну и в районах танцуют ребята. Там, наверное, родители заставляют в селах. А в городе вообще... А сейчас, посмотрите, сейчас столько пацанов появилось, которые танцуют русские, якутские, венкийские народные танцы. Притом и танцуют самодеятельные артисты, непрофессиональные. И как раз и появились в национально-культурных ансамблях, которые песни свои поют, появились мужчины, которые начали гордиться своими культурой, своей национальностью. И поэтому, хоть я маленько и вначале и гундел по старости, но на самом деле у нас отличная молодежь, и я думаю, что мы победим, победа будет за нами. Все будет хорошо в нашей стране. Ну что ж, в заключение я, наверное, хочу, чтобы каждый из вас что-то пожелал жителям республики, нашим ветеранам в честь наступающего праздника. Наталья Альбертовна, давайте начнем с вас. Вы знаете, я всегда, последние годы, я всегда желаю внутренней мобилизации. Вот каждый из нас должен понимать, что мы тоже призваны. Мы тоже призваны защищать свое Отечество на своем посту, кто бы где ни работал, где ни учился. И вы должны понимать, что мы сейчас живем в очень сложные времена и ответственные, и от нашей внутренней мобилизации, от того, что мы говорим и что мы делаем, какие проекты запускаем и какие хорошие новости создаем, зависит то, насколько скоро придет к нам эта победа. Она, конечно, придет. Идира Петровна.
вам слово. Я, конечно, хотела бы, чтобы жители республики, города приняли самое активное участие в наших мероприятиях. А мероприятия у нас будут обширные. Мы уже сегодня закончили акцию «Поем двором». И завтра, и послезавтра, и 9 мая будет ряд мероприятий. Так что приглашаем. Вильям Ачирович, ну вы все-таки председатель общественной организации ветеранов войны. Что пожелаете в преддверии праздника? Я бы пожелал следующее. Вот на российском и республиканском, и даже на муниципальных уровнях нормативно-правовых актов, которые регламентируют сферу патриотизма, очень много. Очень много. А вот нужно сделать так, чтобы это понимание патриотизма шло не сверху, там чей-то указ, чье-то постановление, а из самого низа, вот здесь правильно говорили, внутри семьи, чтобы это шло. А у меня правнук 3 года, для него слово «убить», «расстрелять» и тому подобное в его детских играх достаточно много. Он еще не понимает смысл этого слова, да, а уже применяет. Вот это надо было как-то исключить, но это правительство не сделает, хотя, наверное, тоже. А вот сама семья вот этого добьется. И на первом месте в этой работе именно наши ветераны должны быть. Днем и ночью, начиная со своих правнуков, внуков, детей, вот это вот воспитывать. А не надеяться на какой-то там указ какого-то правительственного отдела или департамента. Вот это я добиваюсь. Альбина Владимировна, вам слово. Ну, действительно, сегодня у нас прошла акция «Поем двором», да, и вот я лично принимала участие, мы поздравляли сегодня Валентину Васильевну, и ей еще в этом году исполнилось 100 лет, да, вот мы также вручали от имени главы республики ей орден ЮСАС. Вот. И, соответственно, я хочу пожелать, конечно, нашим всем ветеранам крепкого здоровья, активного долголетия, счастья, благополучия, чтобы семья окружала, родные и близкие, все поддерживали. И, соответственно, все мы вместе в следующем году отметили, отпраздновали 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Александр Григорьевич, ну что, вам досталось Я и так уже вроде как роль начал. завершить, так скажем, эти все да. прекрасные слова. Но я хочу пожелать всем жителям нашей республики, ну и вообще всем россиянам здоровья и любви. Самое главное. Самое главное. Остальное будет. Приложится, да. Я присоединяюсь к вашим поздравлениям, в том числе и наших ветеранов. На этом выпуск нашей программы подошел к концу. Смотрите нас по будням в 19:15. Узнаем, чем живет Якутия.